Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Султания Титакаева. Сегодня в программе. В Симферополе тестируют новый городской автобус «Лотос». Полезный и нужный подарок. Крымско-татарской библиотеке имени Исмаила Гаспринского подарили телевизор. Без дорог, газа и канализации представители Госкомнадза встретились с общественниками города Феодосия. 50 тысяч рублей нужно на срочный ремонт дома матери-одиночки из Белогорского района. В Крыму более 4 тысяч человек с диагнозом наркоман. На какую помощь могут рассчитывать больные? Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников ушел в отставку. Президент России Владимир Путин подписал заявление об уходе по собственному желанию от уже бывшего руководителя региона. На этой должности Дмитрий Овсянников работал с сентября 2017 года. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев. Ранее он занимал должность руководителя исполкома Общероссийского народного фронта. Олег Тарубаров уволен с должности министра внутренних дел по Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. На этой должности Тарубаров проработал почти год. Полезный и нужный подарок. В Крымско-татарской библиотеке имени Исмаила Гаспринского пополнение технической базы. Депутат Госдумы Руслан Бальбек вручил культурному центру телевизор. Здесь он был нужен давно, но осилить покупку самостоятельно сотрудники не могли. За помощью они обратились к парламентарию. Я же говорю, я был потрясен, когда впервые у вас оказался, что это далеко не библиотека, это уже хранилище национальное, да, и то, что делаете с детишками, вот все здесь напрашивается, чтобы был центр культурной жизни крымских татар. В библиотеке хранится самый важный капитал – его книжный фонд, часть культурного наследия республики. В этих стенах сотрудники проводят различные мероприятия. Теперь они будут оснащены электронным сопровождением, и посетители смогут получать больше информации. Для нашей библиотеки этот подарок очень значим. Многие наши мероприятия проходят, и все. А теперь у нас появилась возможность ежедневно транслировать анонсы прошедших и предстоящих встреч, давать информацию о юбилярах, об известных писателях. Без дорог, газа и канализации. Заместитель председателя Госкомнадза Эльмар Мамбетов встретился с общественниками города Феодосия. О наболевших проблемах жителей и о том, почему забросили строительство многоквартирного дома в Приморском, расскажет Мухаммед Зикирьяев. Первый объект, который прошел проверку фундамента и каркаса здания, это заброшенный 72-квартирный дом в Приморском. Заместитель Госкомнадза Эльмар Мамбетов вместе с администрацией Феодосии осмотрел ход строительства, которое началось еще в 2017 году. До сегодняшнего дня подняли только первый этаж, работы тут не ведутся, двор заброшен, а подрядчик сбежал. Знаем из информации, полученной ГКУ «Инвестстроя», что объект будет введен не ранее, чем в апреле 2021 года. Поэтому сейчас пройдем все процедуры, начиная от корректировки проектно-сметной документации, захода в экспертизу, выхода с ГАО РК «Госстройэкспертизы». Следующий микрорайон Аджиголь города Феодосия. Здесь живут более 500 человек. Люди с начала 90-х жалуются на плохую дорогу и отсутствие канализации. Ложить новый асфальт, это долго, эта инициатива будет реализована, это очень долго и затратно. Но как выход, то есть администрация и города Феодосия может выделять и подсыпку, и грейдер, и поддерживать, содержать эти дороги на протяжении уже каждого года. В поселке Щебетовка такая же проблема, только с канализацией и газификацией мечети. С руководством Крымгазсетей ситуацию Госкомнадз обговорил. Как только составят генплан здания, общественники приведут в надлежащий вид котельную, в мечеть проведут газ. Тут проблема с канализацией в первую очередь, потому что подводчатая вода близко, и деваться ей некуда, и она все поднимается наверх. Все септики тоже, вот это все, канализация поднимается и течет все людям во двор. То есть в воде деваться некуда, канализации нету, отводов воды нет. Такие выездные совещания и встречи с общественностью позволяют чиновникам вникнуть в проблемы жителей. После осмотра проблемных участков города и поселка Феодосии заместителем Госкомнадза Эльмаром Мамбетовым будет проведена встреча с администрацией города Симферополя, а после будут указаны сроки ремонта дорог, канализации и газоснабжения. Мухаммед Зикирьяев, Эльдар Заитов, телеканал «Миллет».
3 километра вдоль опасной трассы. Теперь придется ходить каждый день в школу детям из поселка Молодежное. После смены статуса сельской школы номер 22 на городскую, первоклассники вынуждены пойти в другое учебное заведение. Родители малышей обеспокоены. Старая школа рядом с домом, да и старшие дети уже учатся там. В ситуации разбиралась Айше Шулакова. Одну трассу пройти надо, вторая трасса, постоянно машины ездят. Ребенку надо пройти через лесополос и еще одну дорогу переходить. 6-летний сын Эльвизы Зейтулаевой 1 сентября будет ходить в школу через эту оживленную московскую трассу. Она находится в 3 километрах. Дело в том, что 22-я школа, которая рядом с домом, теперь стала городской. Поэтому первоклассников с этого года берут только по прописке. Нескончаемый поток машин, частые аварии. В народе это место в районе поселка Молодежное называют дорогой смерти. Здесь установлен светофор, но не всегда водители останавливает красный свет. А подземный переход без кирзовых сапог или лодки вовсе не преодолеть. Мне нужно будет вот с этим маленьким ребенком, с первоклашкой идти сюда, вот по этой грязи. Подойти вот к этому пешеходному подземному переходу, пройти вот по этому подземному переходу, еще дойти туда, где-то около 2 километров, да, еще раз пройти трассу в школе и вот так водить каждый день своего ребенка. Я приходила в мае 3 раза, меня не принимали заявление, потому что сказали, что мы не по прописке. Приходите 1 июля. Родители будущих первоклассников еще весной обращались к руководству школы. Однако все попытки определить ребенка именно в 22-ю школу были тщетными. То мест свободных нет, то прописка не подходит, то приходите летом. А об электронной очереди в школе и вовсе утаили, жалуются родители. Почему я приходила в мае 3 раза, ни раз вы даже не заикнулись о том, что есть электронная очередь. Меня это очень возмутило. Мой ребенок младший пойдет сюда, в детский сад. Почему я должна возить через эту трассу одного ребенка утром туда, второго сюда? Нам сказали, у нас набор начинается 2 июля. Приходите с заявлением, и там уже поговорим. Мы прошли медкомиссию, оформили все документы. Пришли 2 июля, двери закрыты, висит объявление, что класс набран. Лятифе Абдурахимова – мать 4 детей. Оба ее ребенка ходят в 22-ю школу, а вот 3-го в 1 класс брать отказываются. Нас не берут, так как мы сюда не относимся. Отказ пришел в связи с тем, что уже мест нет свободных. Вот. Мы относимся в молодежную школу, но нам туда неудобно детей возить. Оживленная трасса московская, автобус не останавливается детям маленьким. Это я должна с маленьким ребенком идти вместе с ними на остановку. То есть это нам неудобно. В такой ситуации оказались 15 семей, хотя закон об образовании гласит, при приеме в государственную школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. А здесь апеллируют тем, что школа городская, а дети относятся к сельской местности, сетуют родители. После многочисленных отказов они обратились в Совет крымских татар при главе республики. В соответствии с нормативно-правовыми актами, письмами Министерства образования, родители имеют получать образовательную услугу, отдавать ребенка в школу как по месту прописки, так и по месту пребывания, причем и временного пребывания тоже. Мы отправили ходатайство в школу о том, чтобы детей зачислили в 1 класс и, естественно, со ссылкой на нормативно-правовую базу и в связи со сложившейся ситуацией. В этой школе в этом году выпущено 2 класса. Естественно, традиционно должно набираться 2 класса. В управлении образования администрации Симферополя рассказали, что отказать могут детям, которые не проживают в данном микрорайоне, а с 1 июля могут принять только если останутся свободные места. В данном учреждении на сегодняшний день открыт 1 класс, который планировался по решению комплектования и быть открытым. На сегодняшний день те дополнительные детки, которые проживают в Симферопольском районе, но хотят посещать школу города Симферополя, вот пока не будет изучен вопрос, то есть комментария никакого давать не будем. Ситуация со школой находится на контроле. Наш телеканал будет следить за развитием событий. Айше Шулакова, Виталий Голубев, Герай Абдулаев, телеканал «Миллет». Власти Симферополя возместят затраты граждан на школьную форму. Администрация столицы начала прием документов на предоставление материальной помощи малообеспеченным многодетным семьям на приобретение школьной формы. Согласно этому положению, власти города возместят жителям столицы затраты на школьную форму, цена которой не будет превышать 5000 рублей на ребенка. Прогнозируемое количество деток, которые смогут получить компенсацию за школьную форму, более 500 детей на сегодняшний день. То есть это и одинокие многодетные мамы, да, дети-инвалиды и, соответственно, многодетные малообеспеченные семьи.
Крыму более 4000 человек с диагнозом наркоман. Для лечения таким больным нужно пройти курс реабилитации из 2 этапов – стационарный и амбулаторный. К сожалению, сейчас крымчане могут рассчитывать только на амбулаторную помощь. Можно ли вылечиться от болезни в Крыму или за помощью следует обращаться на материк? Тему продолжит Эльмас Аблакимова. Марина Шаренко начинает свой день с просмотра и заполнения истории болезни. Она врач научно-практического центра наркологии. Ежедневно работает с десятками больных. Основной возраст впервые выявленных – это от 20 до 29. На первом месте у нас традиционно стоит конопля, на втором месте самые разнообразные синтетические наркотические вещества. А если касается лиц, у которых имеется сформированное наркологическое заболевание, то это чаще всего употребление нескольких наркотических веществ. Реабилитация больных наркоманией занимает от нескольких месяцев до нескольких лет и состоит из 2 этапов – стационарный и амбулаторный. Сегодня в Крыму наркоманам оказывают только амбулаторную и экстренную помощь. Республика полностью обеспечена местами для таких пациентов. А что касается полноценной стационарной помощи, ее на полуострове нет. Стационарной медицинской реабилитации в Крыму ее никогда не было. Просто нет помещения, где это можно сделать. При этом обеспеченность наркологическими койками населения Республики Крым у нас идет ниже среднесубъектовых. В альтернативу полноценному стационарному лечению запущена пробная программа на базе дневного стационара. Но пока о результатах говорить рано. Есть программа социальной реабилитации по типу терапевтического сообщества. Но учитывая, что еще очень маленький период вот этого пилотного проекта, поэтому результаты есть, определенные выводы можно сделать. Вылечиться от наркотической зависимости в Крыму можно, утверждает координатор фонда по реабилитации Дмитрий Поляков. За помощью в организацию обращаются люди от 18 до 50 лет. Раз в неделю фонд также проводит тренинги для родных наркоманов. За весь период нашей работы с 2014 года, как Крым стал Российской Федерацией, к нам обратилось более 1000 зависимых людей. Больше 500 мы помогли справиться с этим недугом. Но мы ведем статистику, опять же таки, кто уже больше года находится в трезвости. Важный этап борьбы с наркотиками – четкое знание последствий их употребления. Ежегодно от передозировки наркотиками по всей России умирает около 8000 человек. А во всем мире таких 190 тысяч. Эльмас Аблакимова, Виталий Голубев, Алишер Алимов. Телеканал Миллет. Почти 600 звонков с начала года поступило на горячую линию Министерства курортов и туризма Республики Крым. Гостей и жителей полуострова интересует выбор места отдыха, доступность пляжа и афиши развлекательных мероприятий в Крыму. Также в своих звонках граждане интересуются условиями посещения достопримечательностей, музеев и заповедников полуострова. Из тех звонков около 50 жалобы граждан. Людей не устраивает санитарное состояние пляжей и набережных, а также строительство работ в курортный сезон. Звонок на горячую линию бесплатный, номер телефона вы видите на своих экранах. 50 тысяч рублей нужно на срочный ремонт дома матери-одиночки из Белогорского района. Собрать такую сумму мать 2 детей-инвалидов не в состоянии. Почему семья живет в аварийных условиях? Как их улучшить? Ответы в сюжете Дианы Бекмамбетовой. Это который человек проживает, тоже как типа мужа что-то. В доме на улице Гагарина Белогорского района нет ни газа, ни воды. А ведь в нем живет и воспитывает 2 детей-инвалидов Эмине Ягдан. 17-летний Назар недавно перенес воспаление лимфоузлов на шее. Государственного пособия по уходу за ребенком еле хватает на еду и лекарства. Я должна за дом тоже еще много, 70 тысяч должна выплачивать с пенсии. На работу нельзя пока. Потому что ребенок умственно отстал, и его оставить не с кем. Семья переехала в Крым из Узбекистана в конце 90-х. Денег хватило на старый дом в селе Красная Слобода. Отец ушел из семьи, когда узнал о страшном диагнозе младшего сына. У Арсена ментальный порок сердца. Эмине не может работать, за детьми нужен постоянный уход. Небольшое хозяйство во дворе дома – не прихоть детей, а вынужденная мера хозяйки дома. Разводят кроликов, кур, индюков. На другие продукты у семьи нет денег. А Назар и Арсен только рады помочь маме.
Дом находится в аварийном состоянии, стены внутри обработаны известью, которая вредна для детского организма. Форточки в старых окнах непригодны для проветривания. В 2 комнаты нужно установить двери, а на голые бетонные полы постелить линолеум. Я хочу больше всего, чтобы моя мама была здоровая и чтобы у нее была всегда улыбка на лице. На ремонт нужно 50 тысяч рублей. Помочь можно, отправив деньги на расчетный счет. Его вы видите на своих экранах. Мухаммед Зикиряев, Диана Бекмамбетова, Герай Абдулаев, телеканал Милет. В Симферополе тестируют новый городской автобус «Лотос». В течение 14 дней водители и горожане смогут оценить преимущества современного вида транспорта. Сейчас он вышел на 3-й маршрут. В случае успешных испытаний в столице появится 20 таких машин. Это автобус среднего класса, пассажировместимость 76 человек. Так же самое у нее есть доступная среда, точнее. Это пандус, кондиционер, USB-разъемы на каждом сиденье получается. Так же самое у них установлены ГЛОНАСС-система, видеонаблюдения. Да, это покрывать будет потребность города. Это 20 единиц, это маршрутов 3 можно в городе, конечно. 3 детей остались без отца. Крымские правоохранители раскрыли жестокое убийство в Бахчисарайском районе. Тело Фахри Мустафаева, ранее пропавшего без вести, с признаками насильственной смерти нашли в одном из сел района. Его застрелили, а потом закопали в яму. Преступник задержан. Им оказался 37-летний местный житель. В содеянном признался. Причина расправы – конфликт из-за долга убитому. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. 1 человек погиб и 3 пострадали при столкновении фуры с микроавтобусом в Белогорском районе. Водитель грузового автомобиля, двигаясь со стороны Феодосии в направлении Симферополя, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. По предварительной информации, водитель грузовика заснул за рулем. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, пострадавшие доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка. На РТПС Евпатория пройдут работы на антенно-мачтовых сооружениях. С 15 по 19 июля с 9 до 17:00 в течение 1 рабочего дня планируются технологические перерывы в трансляции радиопрограмм. Ежегодный конкурс «Милет Менлиге», который полюбили наши зрители, вновь вернется на экраны. Телеканал «Милет» запустил новый сезон проекта. До 15 сентября каждый желающий может заполнить анкету на официальном сайте телеканала. Заявки принимаются по 12 номинациям. Путем голосования финалистов будут определять зрители и члены жюри. Торжественное награждение победителя пройдет в декабре в Крымско-Татарском музыкально-драматическом театре. За подробной информацией вы можете обратиться по телефону, который видите на своих экранах. Приглашаем к участию всех желающих. Сегодня исполнилось 107 лет со дня рождения легендарной крымско-татарской певицы Сабрие Реджеповой. Она внесла огромный вклад в развитие крымско-татарской музыки, за что была удостоена звания заслуженной артистки Крымской АССР. Ее называли «крымским соловьем». О жизни и творчестве народной артистки в сюжете Наджии Исаевой. Сабрия Реджепова – легендарная крымско-татарская исполнительница. Ее голос звучал в сердце каждого крымского татарина. В своем творчестве она отображала богатство, красоту народного фольклора. Родилась певица 12 июля 1912 года в Бахчисарае в семье учителя. Любовь к пению ей привила мама. С самого детства она напевала дочке народные песни. И уже в 16 лет Сабрия Реджепова дебютировала на сцене и вскоре стала солисткой ансамбля песни и танца «Хайтарма». Молодая артистка сразу сумела покорить сердца и получила почетное звание заслуженной артистки Узбекистана. Большинство народных песен сохранилось. У нее было много учеников. Именно им она передала свое мастерство. И все они тоже стали заслуженными певцами. Одна из них – Зарема Алмазова. Рассказывает, Сабрия Реджепова первой определила ее талант, обучила ее вокальному и сценическому искусству. Она вселила в меня уверенность, сказала: ты будешь петь. И вот с тех пор я пою. Она многому обучила. Например, сейчас не все правильно произносят звуки и слова песни, а Сабрия Реджепова обучала этому.
Пластинки с песнями Сабрии Реджеповой хранились в каждом крымско-татарском доме. Голос легендарной певицы завораживал слушателей. Залы на ее концерты всегда были переполнены. Вот так брала микрофон и пела. Зал весь замирал и плакал, потому что она пела со смыслом и, главное, понимала, о чем пела. Все ее песни были связаны с Крымом. Крым и Сабрия Реджепова. Сабрия Реджепова и Крым. Творческий путь Сабрии Реджеповой был непростым. Она была очевидцем незаконного выселения, но никогда не жаловалась на судьбу и не теряла чувства юмора. На сцену она выходила как царица, в пышных платьях со шлейфом. У нее всегда были красивые наряды. Очень любила большие шляпы. Наблюдая за этим, и я примеряла ее шляпы и говорила, что тоже буду так выходить на сцену. А она отвечала: «Одевай, одевай, может, мудрее станешь». Зарема Ханам часто исполняет песни своей наставницы и на большой сцене, и дома. Удивительная женщина и прекрасная певица, преданная искусству. Вот как они отзываются заслуженный деятель искусств республики, художественный руководитель ансамбля «Дистан» Февзи Алиев. В ее творчестве я черпал национальный колорит. Во всех ее песнях был глубокий философский смысл. Она была умной и начитанной женщиной. Я бы даже сказал, источником мудрости. Февзи Алиев всегда делится воспоминаниями о знаменитой исполнительнице с родными и близкими. Когда я записывал с ней первую свою пластинку, она поставила условие, что песню она будет выбирать сама. И я не стал спорить. Потом мы записали еще 2 пластинки. Я храню эти записи до сих пор. Февзи Алиев – автор ряда современных песен и мелодий разных жанров, а крымско-татарский фольклор занимает в его музыкальной копилке особое место. Сабрия Реджепова была всесторонне развитой личностью. Кроме богатого музыкального наследия, она оставила и литературное. Она была не только публичной женщиной, но она еще, наверное, была образцом той женщины и для своей семьи. Но теперь вот по тем изданиям, которые у нас есть, мы видим, что она была образцом не только для своей семьи, но и для всего народа. О родителях и людях, которые встретились на ее пути, о творчестве и о своей судьбе Реджепова рассказала в книге воспоминаний «Мои тернистые дороги». В него, кроме автобиографических данных, вошли ее стихотворения и песни. Здесь, кроме информации, да, вот лично ее касающейся автобиографии, здесь еще есть, я смотрю, песни, стихи, да? Да. Это такой своеобразный, вот действительно, вот вы видите, Айни Нилер, Бахнас, начинается, это народная, смотрите, музыка. И слова уже ее. Айни Нилер, наши мамы сейчас поют колыбельные, но чаще всего на русском языке, но у нас есть прекрасные колыбельные на родном крымско-татарском языке. И автором тоже является Сабрия Реджепова. Что значит, внутри нее заложена она женщина, кухня, олицетворение крымско-татарской, кухня, колыбельные. То, с чего начинается воспитание ребенка. Ее познания в национальной кухне также поражают. Эта книга была составлена по ее рецептам, которые она собирала. Книга интересна оценителям первоначальной кухни и молодым хозяйкам. Вот, пожалуйста. И начала она его вот практически с мучных изделий. Это вот, это наша традиционная. И как вы думаете, с чего? Чеберек, наше национальное блюдо. Те ее первоначальные рукописи на арабице стали золотым фондом Крымско-татарской библиотеки. Память о легендарной дочери крымско-татарского народа навсегда останется в сердцах каждого, а песни будут жить вечно. Наджия Исаева, Магомед Нестуров, телеканал Миллет. Это все новости на данную минуту. В студии для вас работала Султания Еситакаева. Хорошего вам вечера.